Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент». С вами журналист Вера Макарова. О состоянии преступности в городе Якутске мы сегодня поговорим с начальником межмуниципального управления Якутской МВД России, полковником полиции Николаем Ивановичем Кульбертиновым. Николай Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Николай Иванович Кульбертинов родился в 1960 году в Алекминском районе Якутской АССР. В 1982 году окончил Одесский политехнический институт автомобильного хозяйства. В 1995 году Хабаровскую высшую школу милиции. В 2004 году Академию управления МВД России. Службу в милиции начинал в 1983 году оперуполномоченным ОБХСС ОВД Алекминского райисполкома. С 1 августа 2017 года начальник межмуниципального управления Якутской МВД России, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Отгремели праздничные выходные. Как они прошли у нас в столице? Для начала эфира я хочу всех жителей города Якутска поздравить с наступившим Новым годом. В целом праздники прошли, можно сказать, спокойно. Спокойно. И таких больших ажиотажных таких преступлений не было. Зарегистрировано с 31 включительно по 9 января 19 преступлений. Ну, в целом разбоев не было, убийств не было, хотя в прошлом году они были зафиксированы. А вот в эти 30 какие виды преступления входят? Ну, в основном это кражи, легкие телесные повреждения. К сожалению, есть нанесение тяжкого телесного повреждения. Ну, мы разобрались в ситуациях. А так вызовов было много. Ну, там где-то дерутся, где-то пьяный лежит. А вот таких звонков много было. 1775, если цифры брать за этот период. Вот давно факт, что большая часть преступлений, совершаемых в республике, приходится на долю города Якутска. Да, да? Вот недавно вы подвели итоги 2017 года. Можете вот сейчас озвучить вообще о состоянии преступности по итогам прошлого года? Какие у нас виды преобладают? Ну, если взять саму структуру преступности, в целом по городу Якутска зарегистрировано 5607 преступлений. А в прошлом году было 5014, это рост на 11,8%. Если взять саму структуру преступности, у нас в этом году выросли значительно это преступления против собственности. Если цифры взять, то это 3439 преступлений против собственности, хотя в прошлом году было 2754, это в абсолютных цифрах. Рост практически на 24,9%. Но против жизни и здоровья у нас зарегистрировано меньше преступлений, 588 против 709. Убийства у нас снизились, поэтому во всей этой структуре в этом году явное преобладание такого вида преступлений, как против собственности. Можно выделить такие виды преступлений, как мошенничество, например. И кражи, да? Да, и кражи. Кражи вообще значительно выросли, это 2152 против 1826, это рост на 17%. Мошенничество 662, в прошлом году 405. Это в основном через интернет, через мобильные банки. Таких фактов мы фиксируем практически каждый день. Раньше, если вот норковые шапки, там, да, сотовые телефоны, сейчас больше что крадут? Ну, крадут в основном это сотовые телефоны, основное это где-то процентов 30 удельного веса деньги, телерадиоаппаратура. Вот, кстати говоря, сейчас зимнее время начали вот это портативные так называемые гаражи. Автоодеяло. Да, автоодеяло красть. Люди закрывают свои автомашины, оставляют на улице. К сожалению, без охраны, без личного присмотра. 19 таких фактов вот зимний период только зарегистрировано. Недавно взяли группу, у них 7 фактов кражи портативных. Они специально кражи именно портативных гаражей именно занимались, этим да? и занимаются. А вот как такое. обезопасить граждан, чтобы так не крали? Что нужно сделать? Я лично считаю, что люди к своему добру должны относиться более бережно. Если закрыли гараж, этим портативным закрыли свою автомашину, какой-то вид, наверное, чтобы сигнализировало хозяина, что крадут там или снимают,
Например, даже обыкновенную веревку привязать, да, скажем так, протянуть свою квартиру, можно было это. Когда тянут, уже видно, да, там колокольчик поставил. Ну, в общем, такое есть. И конкретно вот вид мошенничества, если взять, да, тоже очень доверяет таким мошенникам, которые через интернет, через мобильные банки крадут ваши деньги, снимают ваших сберкнижек. В настоящее время раньше говорили, что это потерпевшие — это люди пожилого возраста. Нет, сейчас совершенно портрет, которого потерпевшего, это можно назвать это до 40 лет люди работающие, которые имеют сберкнижки, у которых есть деньги. Вот они основные потерпевшие. Поэтому у меня по таким случаям простое такое предостережение. Вот, например, если вам звонят незнакомого номера, в основном еще, тем более с другого региона России, то не стоит отвечать на такие звонки. А потом начинают допытываться, что говорят, что вам деньги перечислены незаконно, поэтому мы хотим вам эти деньги вернуть. И все это. И люди начинают диктовать свой номер, свои карточки, вплоть до пин-кода. Да? Да, и тем более только называют все эти свои данные, у них практически с сберкнижек уже через мобильный банк уже деньги уходят безвозвратно. Раскрывать такие преступления сложно, потому что в основном они совершаются из пределов нашей Якутии. Поэтому нужна тут скрупулезная, достаточно такая усидчивая работа, тем более с другими регионами. Мы у себя управление специализированное подразделение создали для такого вида преступления. Да, чтобы, в основном профилактика. В основном мы сейчас профилактика, везде все это говорим. Я немножко вернусь вот обратно к партийным гаражам, да? По-моему, полиция советовала, чтобы хозяева вот машин написали номера своего сотового телефона или машины вот прямо на одеяле. Да, одеяле. И еще такой вопрос. Вот люди покупают вот такие вот одеяла краденые? Разве вот группа занимается? Да, к сожалению, насчет этого я скажу, что сбыт, оно имеет место быть. Вот не то, что там портативные гаражи это продают, сотовый телефон вот только что крадут, уходят на соседний подъезд и там спокойно продают, и люди по дешевке скупают. А человек как будто бы не знает, что это путем криминала украли, да? И тем более по таким сниженным ценам это сразу должно предостеречь, правильно? Но есть еще ответственность же уголовная. Конечно. За покупку краденого. Да, скупка краденого. Это когда уже в системной основе человек начинает скупать, конечно, это уже уголовной ответственности будет привлечен. А вот то, что вот в автобусах крутится вот голосовой ролик, да, предупреждающий кражу в автобусах, в общественном транспорте, мошенничество, вот эта мера эффективна, как вы думаете? Люди прислушиваются или они привыкли, вот едут себе, слушают? Любой вид профилактики, это и есть профилактика. В настоящее время мы даже вот энергосбытом договариваемся, и вчера был разговор, хотим в каждом кассе энергосбыта здания находится бегущая строка. Тоже хотим там предупредительные такие профилактического характера, ролики закрутить, чтобы люди знали. Вот все эти моменты тоже. И гражданам самим тоже надо быть бдительными, конечно. Конечно. И еще вот недавно, вот 9 января, по-моему, на мой взгляд, произошел в городе Якутске вопиющий случай, да, когда вот в одном из торговых центров там пьяный посетитель нанес телесные повреждения сотруднику маркета, охраннику, по-моему, да, и тем самым причинил травму большую. Вот, по-моему, отдел дознания там начал проверку процессуальную, да? Уголовное дело возбуждено или нет? Да, к сожалению, тот нанес потерпевшему челюсть сломал, и возбуждено уголовное дело по 112 Уголовного кодекса. Это у нас что? Это нанесение телесного повреждения, средней тяжести. Поэтому мы дали и до конца доведем это дело. Двумя ударами. В связи с этим случаем, да, у меня такой вопрос. Вот имеют ли право охранники, контролеры торговых центров, магазинов, организаций досматривать посетителей, там,
обыскивать, так скажем, и попросить показать, что в сумке? Они имеют право вообще, вот, Ну, охранники ЧОПов или что? Дело в том, что обыскивать это сильно сказано. Обыскивать это процессуальное действие. Ну, досмотр, скорее всего, речь идет о досмотре. Ага. Поэтому тут такая ситуация. Есть в магазинах распорядок посещения, если тем более это товары продаются самообслуживанием. Когда продаются, у них есть камера хранения. Люди должны вообще-то, ну, по большому счету, должны сдавать свои сумочки там. Когда покупают товар, они на колясочке приносят, расплачиваются, ну и уходят. Вызывает подозрение те лица, которые сумочками заходят, сумками, тем более большими. Конечно, это частное охранное предприятие, там охранник приходит и говорит, ну, в корректной форме просит, чтобы показали. Конечно, это, скорее всего, это досмотр. Ага. Поэтому, если есть подозрение, что это человек во время покупки что-то себе положил. Ага. Могут вот проверить, да? Да, ну, конечно, это не... Это, скорее всего, внутренняя распорядка и правила поведения в зале, оно должно быть оговорено у них, если это, тем более, магазин самообслуживания. Николай Иванович, и последний вопрос. Граждане, люди помогают в раскрытии преступлений? Да, у нас есть добровольная народная дружина. В основном я хотел бы это обозначить, это Северо-Восточный федеральный университет. Есть колледж полицейской академии. Кстати говоря, вот сегодня на крещение, вот охрана общественного порядка, они нам выделяют 40 студентов. Поэтому мы с ними вот это работаем. Николай Иванович, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Вы Спасибо. смотрели передачу «Акцент». До следующих встреч.